Начиная с 1 января 2021 года, находящиеся в трудовой миграции узбекистанцы будут должны за это платить налоги в бюджет Узбекистана в соответствии с постановлением президента Шавката Мирзияева о мерах по внедрению системы безопасности упорядоченной и легальной трудовой миграции, подписанным в сентябре месяце текущего года. Об этом сообщает Азадлик. С 1 января 2021 года организованное трудоустройство за рубежом будет приравнено к видам деятельности, которыми могут заниматься самозанятые лица, и будет применяться порядок уплаты налогов и расчета пенсий для самозанятых, говорится в президентском постановлении. По данным Центрального банка Узбекистана, в период с января по октябрь 2020 года сумма денежных переводов из-за рубежа составила 4,3 миллиарда долларов США. Данные, предоставленные Российским Центробанком за первые два квартала 2020 года, указывают, что за первые 3 месяца текущего года из России в Узбекистан было отправлено 436 миллионов 700 тысяч долларов США, за второй квартал – 536 миллионов. Общая сумма за 6 месяцев этого года – 972 миллиона 700 тысяч долларов США. Отметим, что жители Узбекистана и всех остальных стран Центральной Азии вот уже на протяжении 3 десятилетий вынуждены выезжать на заработки в трудовую миграцию, причем в основном в Россию, где они подвергаются разнообразным унижениям и ущемлению со стороны местных жителей и чиновников. Наблюдатели отмечают, что введение подобного налога является беспрецедентным явлением в мире. Доселе никому не приходило в голову ввести двойное налогообложение на заработки трудовых мигрантов так, чтобы они платили налоги одновременно и в стране трудовой миграции, и на родине. Примечательно, что узбекистанцы восприняли данную новость очень болезненно, вследствие чего в народе началась волна массового недовольства. Люди начали смело высказывать свое мнение в интернете, записывать видеообращения по поводу нововведений. Азизlar, aziz fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlar orqali noto'g'ri talqin qilinayotgan axborotlarga Государственный налоговый комитет оперативно пошел на попятную, назвав информацию о введении налога недостоверными слухами. Как пояснили в ведомстве, мигранты не обязаны платить налог на доходы, но могут при желании уплатить социальный налог в пенсионный фонд. Если гражданин, временно работающий за рубежом, не видит необходимости в исчислении пенсии и стажа в Узбекистане, то социальный налог в пенсионный фонд уплачивать не нужно, сообщили в ГНК, очевидно испугавшись народного гнева. Что власти будут предпринимать с сентябрьским постановлением президента, которое прямо гласит о том, что с 2021 года легальные мигранты будут приравниваться к самозанятым, к ним будет применена уплата социального налога и исчисление последующей пенсии Узбекистана, пока остается неясным. Yo'q, bitta narsani to'g'ri